Я хотел бы, чтобы наши редакторы показали одну фотографию, где стоят 4 лидера европейских, 3 европейских лидера, даже Эрдогана к ним отношу, и Владимир Путин. Недавно они встречались, ты, наверное, слышал про эту встречу, они говорили про Сирию. Они очень трогательно обнимались и уже сделали фотожабу, вот такую, посмотри. Да, на мой взгляд, очень талантливо. И как-то напоминает мне немножко, некоторые люди на этой фотографии выглядят как пленные, но это мое личное мнение. Вот. А я еще прокомментировал у себя, что это встречать 1138 год, как бы совершенно разные по идеологии люди объединяются для чего? Вот что там делали Макрон и Меркель, и даже Эрдоган, и к чему их склонял Путин? Ну, я не могу сказать, что вот насчет того слова опять склонял Путина. Я, конечно, понимаю, что то есть, это больше всего это волнует тема. Вообще-то меня существование Путина, да, больше всего волнует. Да, нет, да. Меня тоже, как ты понимаешь. Но я просто за объективность, потому что, на мой взгляд, лечить болезнь ты можешь только тогда, когда ты очень точно диагностируешь, что происходит. Да? Потому что в одном случае антибиотиками надо пользоваться, а в другом скальпелем. Окей, но если бы я сказал, что к чему-то их склоняет Эрдоган или Меркель или Макрон, наверное, ты бы тоже громче смеялся. Ну, вот, на мой взгляд, склоняет это больше всего Меркель, потому что эта встреча была нужна больше всего Меркель. Это для Меркель является самой главной проблемой, проблема мигрантов. И то есть это ей прежде всего необходимо. Путин решил продать вот то, о чем ты говорил. Конечно, да? То есть для Путина это вопрос для торговли, и для Эрдогана это вопрос для торговли. Потому что, как мы понимаем, Турция предлагает Европе держать беженцев у себя за то, чтобы Европа, соответственно, платила деньги. И это то, что он предлагает в качестве товара. А Путин предлагает, соответственно, жизни российских солдат, которые находятся в Сирии, да, и, соответственно, тоже могут на этот процесс так или иначе влиять. Ну и, между прочим, и жизни украинских солдат тоже, потому что Украина, безусловно, является частью общего процесса урегулирования. Он очень хочет расторговать Сирию на признание Крыма и прочее признание той ситуации. Ну и что у него получается? Ну, пока нет, как мы видим. Но я думаю, что он не просто не прекращает эти усилия. По той информации, которая у меня есть, на той встрече, которая была между Путиным и Меркель в Берлине, было предложено многосторонний размен, что Путин дает добро на миротворцев на востоке Украины, Меркель дает добро на строительство Северного потока и лоббирует интересы Кремля перед Трампом для того, чтобы остановить новые американские санкции, которые в Кремле очень сильно волнуют Путин, чтобы помочь Меркель продать всю эту концепцию внутри Германии, снимает возражения на строительство транскаспийского газопровода из Туркменистана через Азербайджан, так называемый южный маршрут. Ну и вот Сирия тоже является одной из разменных карт в этом уравнении. То, что происходит после этой встречи, как раз и вот не случайно, тут вот и Меркель, и Макрон как раз говорит в пользу этой концепции, они пытаются ее так или иначе реализовать. И на встрече Путина, которая предполагается с Трампом, сначала быстрый такой на полях саммита в Париже, а потом и уже плотный двусторонний в Вашингтоне, я думаю, что будет обсуждаться именно вот этот размен. Ну, я очень рад, конечно, за европейских лидеров, что они доверяют Путину, верят в то, что договоры с ним, они долговечны, жизнеспособны. Я думаю, что Путин как последовательный в своем роде политик разубедит их во всем. Ну, ты же понимаешь, человека можно либо купить, либо убить, да, другого пути нет. Ну, то есть, поскольку убивать они его не готовы, ничего можно обмануть. Вот, то, соответственно, они пытаются задобрить агрессора.